Разумеется, определенная психологическая зависимость элит от Москвы сохранялась, хотя и уменьшалась во времени. Однако, скорее, лидеры разных постсоветских стран, особенно лидеры автократий, в том числе центральноазиатских, ставили Кремль перед фактом принятых им решений. А Кремлю было выгодно поддерживать имидж инстанции, которая имеет какое-то отношение к легитимации этого выбора. На самом деле это влияние никогда не было существенным. Мы видели, что в тех ситуациях, как Кремль пытался существенно повлиять на состав и структуру власти постсоветских стран, у него это, мягко говоря, не получалось. Самый яркий пример – это, конечно, Украина, которую Путин пытался взять под контроль политическими методами на протяжении 10 лет, с 2004 по 2014. И когда эти политические методы себя исчерпали, перешел к военным методам. А во всех остальных случаях, даже Александр Григорьевич Лукашенко не является правителем, которого легитимировал Кремль. Путин получил его в наследство от 90-х годов и даже в определенные периоды хотел заменить, и были кремлевские кандидаты на смену Лукашенко, типа известного бизнесмена белорусского происхождения Дмитрия Мазепина. Но это так и не получилось. Лукашенко не отдал свою власть никому, в том числе и Путину. Точно так же поступили и все прочие постсоветские лидеры, как демократические, так и автократы.